прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Внедорожники специального назначения. Самая проходимая, лучшая техника. Спасибо, кто выпускает. Первый заместитель министра Ахмад Кадыров организовал закупку автотранспорта для наших бойцов, участвующих в СВО. Поделимся характеристиками машин. Важное политическое событие. Вопросы, касающиеся подготовки и проведения выборов в Грозненском муниципалитете и исполнения протокольных поручений главы республики, обсуждали чиновники в селении Беркат-Юрт. Патриоты Отечества. Всего тут 27 единиц Уралов, Тигров и бронированных УАЗиков, которые помогут повысить эффективность в защите освобожденных территорий. В зону проведения СВО отправились бойцы ОМОН Ахмат-1 регионального управления Росгвардии. Каков настрой личного состава? Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмад Кадыров организовал закупку автотранспорта для наших бойцов, участвующих в СВО. Привлеченные им спонсоры приобрели 10 новых автомобилей российского производства. Это 8 моделей Нива и 2 УАЗ Патриот. Глава региона лично осмотрел приобретенную технику и проверил качество. Отечественные внедорожники сохраняют свою прежнюю практичность, имеют высокую проходимость, что играет особо важную роль в ходе выполнения боевых задач. Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто старается оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, и выразил слова благодарности спонсорам за приобретение автомобильной техники во благо победы Родиной. Начальник ГАИ, извиняемся, проверяли российскую отечественную технику на отлично все. Кто говорит, что российская техника хуже других? Нет, лучше. Самая проходимая, лучшая техника. Спасибо, кто выпускает такую технику. Участвовать в избирательном процессе – гражданский долг каждого жителя нашей республики, заявил глава администрации главы правительства Галас Таймасханов на совещании в селении Беркат-Юрт. Говорили о вопросах подготовки и проведения выборов президента России в марте текущего года. На встрече присутствовали представители региональных и муниципальных властей Грозненского района, избирательной комиссии и духовенства. Подробнее в следующем сюжете. В 2023 году в Грозненском районе реализовано 13 инвестиционных проектов на сумму почти 1 миллиарда рублей с созданием 126 рабочих мест. Объем отгруженной продукции составил внушительную сумму – 730 миллионов. Привлечены внебюджетные инвестиции на более 2,5 миллиарда. Это одни из немногих показателей, которых добился первый сектор. В рейтинге социально-экономического развития региона он занял 3-е место по итогам прошлого года. Об этом рассказал глава администрации Грозненского муниципалитета Рустам Абазов на встрече с руководителем администрации главы и правительства Галасом Таймасхановым. В текущем году на стадии реализации 16 инвестиционных проектов на 124,7 миллиона рублей. Он планирует 84 рабочие места в данном этапе. И зарегистрированы индивидуальные предприниматели, юридические лица, 1041 общее количество, из них 875 это индивидуальный предприниматель, 166 это юридические лица, в соответствии с единым налоговым реестром. У школ, при школе у нас сега правобережная, Толстой, Первомайская, Терская, Горищестонская, сега Якили школ машина, корпус школ, Алхан Калайм, Садецкий сад, Ювы, Дойкурела, Ешляш, и МФЦ, Дойкурела, из-за Чекала, многофункциональный центр.
Отдельно чиновник рассказал о деятельности регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в районе. Шоз куз дона денежно дона помощь оказывать, продуктовое питание оказывать, я что на самом деле хозяйством дох кудо, например, пока вы ам хадис аргош фонду инс адам шара дона 35 тонн прийти мяна цана она остадина бхтино дина так дитино дона цана ремонт я шо дина تقص более дон 27 дон строительный материал шел кашам баршан цана стройматериал шел дон цаквартира يلا وبجر يلا شنو خصهم يجا شبطان دون царь цацкино восстановитель цаквартира восстановитель. Галас Таймасханов отметил, что все протокольные поручения Рамзана Кадырова необходимо выполнять качественно и не останавливаться на достигнутом. Коснулся чиновник и поручения, которые были даны по итогам прямой линии главы региона. Поручение главы по итогам пресс-конференции 29 декабря 2022 года населенном пункте Садовая. У нас совместно с Минстроем Бохбая Чехтака, Цюнхдол Халмун и Стелларат. Отдельно поручение. Действительно, поручение Елайра совместно с министром Минстроем дона цо поручение Елсулт яха совместно дона министром строительства жилищно-коммунального хозяйства и с мэрией дона города Грозного и администрация дона Грузинского муниципального района совместно был дабулир и был дон дикчак белар дон сигаха основная проблема ахбиргал мадакар от Садовой хай пролетарский алошо шинеметтаха خدوش تونا دقو خنيرة دلع دونا ديل إيت مثلا ويبتش عنا أصل دربه عن دوش دي بوالغ وشيخ بكر общий протяженность сега дилан дошел хи 19805 погонных метров тона и трубопровод вахих кердон. Так более того ВНС тон водоснабжающая станция дон 7 ВНС город Грозный сега насосное оборудование хица чтобы дон подача воды бесперебойная подача была сон реконструкции и на пролетарский хай Садовый хай дон полностью дона обеспечить и дон сега дон ёши водоснабжение. Более того дон сразу заключили дона договора на оплату дона воды. Так вот сега дин дошел дона счетчик шрифты 323 дон счетчик хватит так дел и это мувон ачи и хи шеш дош бал хай хилди терра сна дона шейхин ахдало задолж сега я дел и это стона. Коснулись чиновники и еще одного поручения – проверки взрывоопасных объектов и их эксплуатации в соответствии с законодательством. За период проверок было осмотрено 331 объект и 30 автозаправочных станций. Все выявленные нарушения собственниками устранены. Реализация программы социальной газификации также идет опережающими темпами. Начиная с 21-23 года газификация ЕЕЩГ 430 домовладений на тот период. Дала дел и это стона, вы почему жадони контролируют ящик хилер бахандов стона, вы план перевыполнить по дегазификации за 2021-2023 года так за соответствующий период было вы подключите еще 430, вы подключите на 661 домовладения. На 24 год вы плановые цифры по дегазификации 154 домовладения так заявка что она тоже на халушу заявка еще так дел и это навстречу Богу а вы гинс подключить инога 72 домовладения есть дона да за короткий период из-за дон чека рукой. Все несанкционированные свалки ликвидированы, доложил чиновник. Проводится и работа на соответствии муниципальных служащих профессиональным качеством. На 1 января 2024 года составили 168 человек. Процент укомплектованности составил 94%. А количество штатных единиц 179, из них 75 тонн это мужчины и 93 это женщины. Соответственно, у нас идет
Общее количество лиц, включенных в кадровый резерв, на сегодняшний день составляет 7 человек, а всего в 2023 году на службу было принято 26 тонн. После в актовом зале прошла встреча со старейшинами, представителями духовенства, образовательных организаций, главами сельских поселений и их имамов. Галас Таймасханов подчеркнул важность предстоящих выборов и обеспечения активного участия граждан в избирательном процессе. Политические события выборы президента 15, 16, 17 марта. Цана эти выборы ходок далац диштеш вайцабду вая даймана даалаца выборы активное участие хиллацундела война сажим юхаши духна шар духтысячных конце 90-х годов ودخل президент Ахмад Аждалазов тхобал дольцун соженте ответственность для России почал цагеду цагельчица дола алхазнахцун тюшел в 2003 году референдумин России почал дохда алучша царх цагдуал цундела таганлет жол холли качевая шорт еш школш больнич дохшни штаган как раз Рустамц хамел деш ашусо Орей он бина шорт белашву и эльцаэша вая эти выборы кастен далац дишту. Рустам Абазов рассказал о нравах, которые творились в республике в годы лихолетия, которые не соответствовали духу чеченского народа. Сегодня же в регионе безопасность на первом месте. Есть все условия для жизни в соответствии с исламом и адатами. Беркеттана войнаварса мюхач меттах вадавачи порт эбиндона памелда ишоштона халдаватен хорайоня хорайоня мела ашлошустаган хо авначи дишер меткштон yok problemer aka и проблема даяла дел етмез не кштане проблем шер и проблема дона жимжимиор дайолушу Gaziler цены дона нага дона якили проблем шер ушун дона дел етмез уш дайолушу свет social проблем шу водоснабжение social проблем что дайолушу. Председатель избирательной комиссии республики Умар Байханов отметил, что подготовка к выборам идет активным ходом. В муниципалитете более 45 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать на 30 участках. Проводятся обучающие семинары для участников избирательного процесса, осмотрены места, где пройдет голосование на предмет их соответствия законодательству. самом деле постоянно высокая явка участковой комиссии интерактивно рабочий блокнот وشتان وعدلن يبوخ تان بيوتشتير كمبيوتر شوح وعدلن بوخبو شين تون ثاني دبيزر عمادش يبوخ بيش عند أخر بلوس كاتمو أبخوش كشبو مصير كيت أحشق مول بيش بود ورن بدمو أبخود يال يبوخ برن قين إشتير آل بالوش تان إسعارة لدر وصي شكورنا كيت أول شتون كيت وش تحت كرين يح يوغا كيت أولش Президента избирают на всеобщем тайном голосовании. Участвовать в нем могут россияне старше 18 лет. Прием документов от самовыдвиженцев завершился 27 декабря 2023 года, а представители партии могли представить их до 1 января. Общее количество уведомлений, поступивших в ЦИК России, составило 33. Из них Центр избирком принял и зарегистрировал документы на выдвижение 11 человек. Еще 4 претендента получили отказ, а остальные не смогли провести собрание группы избирателей или опоздали с подачей документов. Предвыборная кампания, однако, еще даже не вступила в активную фазу. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились 270 бойцов подразделения Ахмат-1 регионального управления Росгвардии. Парни проведут ротацию со своими сослуживцами на одном из ответственных участков фронта. Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали участие в освобождении стратегически важных объектов и ряда населенных пунктов Донбасса. Репортаж Адама Магомедова.
270 сотрудников подразделения ОМОН Ахмат-1 управления Росгвардии по региону совершенно спокойны и полны уверенности в своих силах, поскольку отправляются в зону проведения специальной военной операции уже не в первый раз. Они готовы выполнять любые поставленные задачи и подготовлены к самым сложным ситуациям. وين إيلاني وزداش ويدا مغلا نفسي 100% وشقي وقريو نوخش قوم يحضروا ويدا العالش دول ويكنتي ويجي خيس إديوش دوي خيسر بو يشعل يبوهم شق وقر دولشدو رمضان وإلدلهم لبوهم شق ديقان وقردو. Поддержать бойцов перед отправкой прибыл командир подразделения Алихан Шавхалов. بقدرش دوق غازوات دو روشي لردياشة ويتوام موخل بيش بتوام نلا دونا حقل ثاني هيلن ثاني ويبوتش دال عال شوية مقدس مقال إيش بيش بو. Руководство региона оказывает военнослужащим, принимающим участие в СВО, огромную поддержку с амуницией, техникой, гуманитаркой и лекарственными препаратами, а также помогает семьям бойцов с обустройством жизни. يوجنزا مسومنزا يشبدشكايو أقولير ميولا إما نسيانسا رجعنا أبشستني فون كيجل غويولا سو دائما يشنماني يو بستيانا دون دلريزلتون وي ناوستي دائما دون شديكيت نابو بستيانا دون وي بوتش مخدا دائما связа хол шухол командирцаны хол контенсагат тяшу. Бойцы, отправляющиеся в зону СВО, везут вместе с собой специальную военную технику. Всего тут 27 единиц Уралов, Тигров и бронированных УАЗиков, которые помогут повысить эффективность в защите освобожденных территорий. Военнослужащих ждет долгий путь. У каждого из них высокий дух и уверенность в победе, поскольку в их составе находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них принимали непосредственное участие в освобождении ряда населенных пунктов Донбасса. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Грозный стал одной из площадок проведения всероссийской благотворительной акции «Единый урок безопасного интернета». Мероприятие прошло в 26-й столичной школе. Участие в нем принимали ученики 10 классов. Эксперты Лиги безопасного интернета и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали об опасностях, которые таит в себе привычное виртуальное пространство и как им противостоять. Важная цель уроков безопасного интернета и единого дня – это чтобы сами ученики, сами подрастающего поколения обратили внимание на те упущения, которые они допускают. Именно отрезок времени, который они проводят в интернете, кибербуллинг, то есть травля в интернете, мошенничество, личные данные, о том, что они небезопасности в интернете, о том, что анонимности в интернете нету. И данные темы мы обсуждаем с подрастающим поколением. А единый день – это как бы, чтобы все регионы страны были охвачены одним днем, объединены. В стране у нас поняли, что это важная проблема для подрастающего поколения, потому что они все – это наш завтрашний день. В Национальной библиотеке имени Абузара Эдамирова презентовали словарь эпитетов чеченских народных песен. Его автор – писатель, поэт, переводчик Адам Ахматукаев. На мероприятии присутствовали представители творческой и научной интеллигенции, общественных организаций. О том, как проходила подготовка работы к изданию, расскажет Турпалали Тайсумов. Представители поэтической чеченской элиты, друзья и молодые гости. Все они пришли поздравить Адама Ахматукаева с выходом в печать его новой книги. Это словарь эпитетов чеченских народных «Илли». В свои 62 года Ахматукаев уже известный поэт, автор множества стихов, произведений и статей. В большинстве его труд на родном языке, но есть также и на русском. Собравшиеся гости дали высокую оценку очередному результату его творчества. نوچه شوچه دوچه ناجم شتچنا و مقدس نوچه ریسپول بایشو خاطر بیرگل بکن بال خبوز ایزا و مسیرت بوک اما مسان یاکم بو اینز و بو بیش بول بلش کاشیتی بیرزنزار حیاتیشه حقیقتیا یحتاج تعبولین 100% هتی 2% حیات بیش خیر بو بلش ترى اربولش ارچه أخباتش أربعة وندعي تغن ونو ديك
دوق جيدش دوق يازنا شيء رغد اتخوش رغ خرج تقاتيش كل خرج مصوما نتخوش قلع ست بوتش بول بيش بوت اق اي بيش دش يازر قو علونش بوك دوش هنر دوش نعبوش. Сам автор скромно признается, что его книга издавалась с целью помочь в том числе молодому поколению укрепить знание чеченского языка, учитывая разные вариации слов и их значений. حلقي أنبول كجير خوي ديشر ميل خير برشكولش بول بيشتغل اللي يرتسنديل ديشر تيل أقول لدرير تاق ليتراتوري حتهم دغيرش بولشارنا ليتراتورني شكول بوخشتلهم ليتراتوري ح عامر بوخشتلهم داتر إتسخيلري تر ليتراتوري حق أشتن بأيزي يشدلهمش يزيشل شومنخ إسبحالين بريزفيديني يشدلهمش إيش خلي ديزيتسه أشدل شوار دروي مثلا بأيزي يشتك إبيتيت شيو تاق ميتافر شيو دوستر شدو إهمش يشيتسه أشبرش بريوين يشتو أشتغلش بريزفيديني إسبحالي بريزفيديني تسخيل. Все присутствующие получили в дар книгу Адама Абдурахмановича. Она принесет большую пользу любому читателю, но главное тому, кто ценит свою родную речь и хочет расширить диапазон ее познания. Любой язык начинают изучать со словарей. Именно поэтому автор сделал с помощью эпитетов расширение лексического запаса чеченского языка. Стоит отметить, что это первая подобная работа, которая вышла в свет. Турпал Алита Исумов и Рахман Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем аккаунте в социальной платформе ВКонтакте. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.